Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракату. Каслян, наша кавказская молодежь стремится к пьедесталам почета. А почет только в религии. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня у нас в гостях Ахмад Оздо, старейшина Комитета ингушской независимости. И мы будем говорить о его жизненном пути, об Ингушетии, о политике, о спорте и о других важных вещах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, шейх, рад вас приветствовать. Алейкум салам ва рахматуллаху ва баракатуху. Предлагаю вам начать разговор с воспоминаний. И, наверное, все-таки с детства. Вас в детстве взрослые спрашивали, кем ты хочешь стать? Да, как каждого ребенка, наверное. Я извиняюсь, конечно, джазакаллах хайр. Спасибо вам за внимание, за приглашение, за уважение. Пусть Всевышний сделает нас лучше, чем люди думают о нас. Аминь. Да, как маленькими любого юнца, любого молодого человека спрашивает, кем. И никогда в жизни я не мечтал быть ни боксером. И боксером-то я стал самым простым, обыкновенным, хотя и бокс харам в религии нашей. Так начиналось с футбола. А в детстве, как все маленькие, мечтал быть таксистом, потом юристом. Потом был у нас в городе нашем Роман Шалович Берденишвили, грузин. Пусть Аллах наставит его, укрепит, если живой на религии, ислам. По воле Всевышнего я попал в футбольную команду. Где-то в 1976 году, в 1977 играли в кожаный мяч, Юг России. И через футбол я попал в Москву. Был у нас Епринцев Олег в городе наш. Он попал в это училище спортивным уклоном. И где-то в дубле играл ЦСКА. И вот так написали письмо, ответили. И вообще я приехал в Москву в те годы, 78 или 9 год, 8 класс, по футболу. Где-то 6 месяцев на общих основаниях мне дали время. Я хотел перейти на бокс. И дал тест через 6 месяцев и перешел на боксерское отделение в этом спортивном училище. А чем бокс привлек вообще? Наверное, тоже как и ребячество, как стремление быть всегда сильным в первом. В интернате я был, это училище спортивным уклоном, я был самый маленький ростом. Первый год там Ефиркин Борис и Власенко Юра с Белгородской области. 2 дзюдоиста были ниже меня. Я был самый маленький. В течение года, по милости Всевышнего, где-то на десятки сантиметров вырос, возмужал, именно через бокс окреп физически. И так двигались по Москве в то время. Вообще на Кавказе один из самых популярных видов – это борьба. И вольная борьба, классическая. Борьба – это такое достаточно емкое понятие. Это не только спорт, но и в жизни приходится бороться и с навсом со своим, и с трудностями различными, которые Аллах нам посылает. Вот вам бороться приходилось много? Хотя вы боксом как спортсмен занимались. Да, это уже было на кафедре бокса в институте. Я поступил в 1986 году в Центральный институт Советского Союза Гацаливк на кафедре бокса. Там у нас был заведующий Евгений Викторович Калмыков, профессор сейчас. И боксерский клуб я начинал под его руководством. И именно первый я открыл после Агеева спортивный клуб на кафедре бокса в Центральном институте физкультуры. Уже там приходилось чуть-чуть проявляться, там какие-то отстаивать устои. Они были связаны с спортом, связаны там... Политику-то я никогда не думал пройти. И сейчас тоже такой оказался случайно. Из-за уважения молодежи нашего народа, молодежи наших краев. Люди, которые занимаются спортом, дальше двигаются по жизни по-разному. Кто-то идет в тренера, кто-то занимается бизнесом дальше, кто-то в политику. Как правило, спорт воспитывает людей, закаляет их и дает хорошую подготовку для дальнейшей жизни. Вы решили для себя, что будете тренером достаточно рано, как я понимаю, да? Да, это было. Вся жизнь начиналась со спорта. И сегодня в основном все связи, которые у тебя есть в мире, там они были именно через спорт. И Всевышний мне давал таких людей, близких очень. И я благодарен профессору Калмыкову Евгению Викторовичу. Большую роль в моей жизни сыграл и в госэкзаменах, и в защите диссертации. И он очень
оказывал большую поддержку. Был такой тоже на этом этапе Джанер Даганелли, президент Федерации бокса Турции, мой близкий друг. В те годы, я его уже многие годы не вижу. Также был я по комиссии, Европейской комиссии боксерской. Эмиль Джечев, болгарин, президент наш. И вот именно боксеры, вот это, Катиев, мой боксер, вы, наверное, слышали тоже, он один раз выиграл, 4 раза стоял звание чемпион мира. Мы вообще начинали с Турции. Не получилось у нас в Турции паспорт ему сделать в 92 году, и я увез его в Германию. И тоже эти все связи были задействованы, те, которые у тебя появились через спорт там. Там вот, не хочу их называть, там, хулиганы, там, Рукаганы, Берлинский был такой, который момент, он нам очень сильно помог в Берлине, когда мы уже не получилось в Турции сделать паспорт, и мы поехали в Германию. В Германии был Миша Поль, вот этот наш старый друг, мой близкий человек, который полжизни мне помогал в становлении финансово там. Он нашел менеджера, мы начали работать в Берлине. И потом это Миша Поль говорит, есть клуб такой, говорит, в Гамбурге, Universal Box Promotion, говорит. Очень удивительный клуб, говорит, там такое становление, ничего вам не надо, говорит, вкладываться, говорит. Он несостоятельный менеджер был. Он посоветовал нам, мы приехали с Катиевым в Гамбург, в клуб этот Universal Box Promotion, очень обрадовался, и мы начали двигаться в этом Universal Box Promotion. Потом в 95 году туда приехали Кличко, в этот же клуб. И вот начиналась в таком виде карьера спортивная. Шейх, в чем главное отличие работы с большими талантливыми спортсменами, уже известными, и вот мальчиками в зале? Ну, большие спортсмены, наверное, те, у которых и опыт, и уже бои за плечами, и образование спортивное. С ними труднее, да, я думаю, да? У них у каждого свое мнение. Конечно, они уже утвердившие спортсмены. Ну, для меня в 95-м году бокс сам по себе стал харамным. Когда мой боксер на ВБЦ Интерконтиненталь боксировал в Берлине, в Гамбурге в 95-м году, я уже ногим мы не вставали, и американский, германский, российский. Мы тренируемся здесь, молодежь очень, это наше подрастающее поколение. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, сильный верующий лучше, чем слабый верующий, но у них благо. Поэтому мы в основном готовим с ними общефизическую подготовку и отрабатываем боксерские технику, там школа, бокс. У кого получается, они дальше идут в другие там клубы. А мы здесь вот начальную стадию только готовим для... Ну, слушаются они вас? Да, есть да, такие, машалла, которых приходится наказывать, там, нет? Да, в основном нету, машалла, они все послушные, наоборот, стесняются тебя, как взрослого человека там. И они ж добровольно сами пришли, они знают, что их тренер тоже их любит, это любимое дело наше. Многие, вначале 5-6 человек здесь ходило. Сейчас, машалла, много и узбеки наши братья, и наши кавказцы в основном. Альхамдулилlah, легко с ними, с молодежью легко, да, с подрастающим поколением нашим. Как вы встретили развал Советского Союза? Это такой для многих людей, уже и более пожилых, и для молодых, которые жили в те времена, это такой знаковый год. Очень много изменений и в стране, радикальных изменений, ну и в судьбах людей тоже. То есть кто-то уехал вообще из бывшего Союза, кто-то остался, там, решал для себя, чем заниматься, потому что жизнь поменялась радикально в те времена. Вот как вы встретили эти изменения? Ну, вы же помните, даже вы тоже наших годов, наверное, шейх Анвар, как раз мы создали клуб. Раньше, помните, иншакоу, карате было запрещено, джинсы, жвачки, там, мы с этого начинали, с белорусского вокзала, форцовщики, чеки. Мы 82-й, 3-й, 4-й год. Когда развал Союза был, и многие спортсмены начали дышать, потому что медали, грамоты, там, хрустальная ваза, а то где-то рискуя жизнью, там, выступали, тренировались большие наши звезды даже в Советском Союзе, не имея ничего за спиной. И развал советский, например, на спортивном этапе, на спортивном уровне, то это было большое значение для маломальски действующих спортсменов заработать себе что-то, уехать за границу. Одни из тех, кто из боксерской хартии, кто уехал в те годы, это был мой ближайший друг Виктор Карпухин, он тоже с России выиграл, Кобзев и Магомадов, наш чеченец. Они впервые уехали в Америку, в профессиональный клуб.
что-то, договоры, контракты делать. Ну, через год, я не знаю, Кобзева убили там, Карпухин вернулся, Магомадов, не знаю, я его даже лично не знаю. Ну, на политической арене там что происходило, я далек был от политики в то время, шейх. Только полжизни мы двигались, связаны вот с там, спортом, с клубом. Собрал я наших ребят, земляков там в клубе. Катиев, Джаниев, Заурова, 3 брата. И на кафедре бокса создал клуб после института, который я закончил в 92 году. И мы начали двигаться. Занимался в то время, как и все в этом этапе, хулиганскими делами. Нет, приходилось участвовать в каких-то разборках. Ну, движение на Запад началось, как вы подтвердили, еще в конце 80-х, если я не ошибаюсь, да? Не в курсе мы в то время, 80 это 90 мы, например, меня повез туда штангист наш, был легендарный там. Я с ним сейчас отношения не поддерживаю, там, с Нестеровки, но легенда. Так же, как Адам Сайдулаев. У нас был легенда, Рахим Аллах, умер он. Говорят, недавно слышал, 44 мировых рекорда у него. Представляете? 44 мировых рекорда, я в шоке был. Он никогда не был на чемпионате Европы в то время, потому что он чеченец. Хотя Варданян, Давид Ригет, эти другие Аганесяны, они все участвовали. И потом и граница, она для нас и тогда была закрыта. В 91 году Тарамов, Сайдлаев, Балаев, Сайдлаев, Балаев, вот эти ребята двигались с Тучанским, там один олигарх был, помните, Хардарковский, Березовский, Абрамович, этот Березовский там. Богатые люди любили инвестировать в спорт. После развала только мы начали двигаться. И наши земляки тоже, я не слышал, вперед нас они ездили. В советское время даже было сложно ехать. Например, наш врач, доктор Хасан Баиев. Очень хорошо, я его тоже знал, легенда с Бостона. Что-то недавно мы списывались, 1-1.5 назад. Потом что-то он, видно, по этим комитетским пропал со связи. Он тоже чемпион Советского Союза был в 1983 году. Его с аэропорта, с самолета снимали из-за того, что чеченец не возили. Так свободно границы открылись, Аллаху алим, после 90-го, 91-го, не помню. Для нас, кавказцев, по крайней мере. Какие вы качества цените вот, в юных спортсменах, с которыми приходится работать? Ну, я же рассказывал в интервью вам, когда давали, например, Тарамов, Сибиев, Арсангалиев. Это личности, которые мирового уровня, наши чеченцы, земляки, кавказцы, Шанавазов, этот Магомед, там, легенды бокса. Они достигли какого-то уровня. И, например, возьми Руслан Тараму, я вам говорил, он был легенда настолько. Не было настырности, не было усидчивости, усердия, как у, например, Катиева Ахмада, который на такой уровень добился. Там 1 раз мир выиграл, 4 раза отстоял именно своим потом и трудом. Здесь так же, как Пророк сам сказал, кто проявит терпение, того утешит Всевышний. Здесь тоже в спорте нужно великое терпение. Но даже нам иногда, тренерам, бывает этого не хватает. Ну, молодежь рвется, машаллах. Очень старательно, очень терпеливые. Вот вы для себя какое задание ставите как тренер? То есть у вас нет цели такой, чтобы вывести там на чемпионат Турции кого-то или на чемпионат мира? Есть такие цели? Честно сказать, нету такого. У нас это все в прошлом, это все позади. Тут недавно брат мой двоюродный привозил из Германии там большие деньги. Хочу вывести там. Они помнят такого, как Тарамов, Сибиев, Арсангалиев, Катиев, Джаниев. Они говорят, вот так. Я говорю, не, я этим не занимаюсь. Это дело мне нравится, я с этим делом отдыхаю. Особенно с молодежью нашей. С ними очень легко, машаллах. В основном общую физическую подготовку, как я говорил вам, тренируем мало мальчиков, чтобы они умели за себя постоять в нужный момент. Ну, в Советском Союзе спортсмены выступали за славу. Ну, конечно, какие-то у чемпионов были какие-то привилегии, да, кто-то там «Жигули» имел, это считалось престижным, да, кто-то квартиру получал, это тоже было серьезно по тем временам. Ну, а когда Союз развалился, как изменилась жизнь спортсменов? Вот движение от любительского к профессиональному спорту. Вы как этот этап пережили и ваши воспитанники? Ну, дело в том, что как мы создали боксерский клуб на кафедре бокса, я вообще его назвал Вайнахом. Потом наш заведующий кафедры Евгений Викторович Калмыков, уважаемый, сказал, Ахмад, как раз в войне Чечен началось движение. Он говорит, давай поменяем название.
И чуть-чуть я вкратце тоже за это название расскажу вам потом, не опережая события, как мы добрались до Universal Box Promotion. С этим развалом Союза получилось, что и так попали спортсмены, и мои ученики, и я Байала повез Заурова там на чемпионат мира в 95 году. Как раз здесь турнир был Ахмад Гомед, турецкий чемпионат, очень категория А, с большого значения. И я привез 3 боксера. Вкратце одну интересную историю вам расскажу. И 3 боксера привез: Катиева, Джаниева и Заурова на самолете. И мои 3 боксера заняли все призовое место. Ахмад первый стал, Джаниев вторым стал. Ну, не без нашего участия. Чуть-чуть мы с Башканом, бокс с Башканом задушили судейской коллеги. Ахмад выиграл очень тяжело. Первое место Барави был грузин, такой хороший боксер, 3-кратный чемпион России, чего-то. Потом этот итальянца Умаром, а Зауров на одном дыхании. И 3 все медали заняли. И в это время мы планировали остаться в Турции с Катиевым. Но у нас не получилось из-за паспорта. И когда тоже на это награждение я награждал Ахмада, когда тот выиграл первое место. И турок, президент Федерации бокса Турции, мне говорит: Ахмад, говорит, это не чемпионат, говорит, турецкий, говорит, это чемпионат чеченский. Ну, мы всегда, он с Америки был, турок, но чуть-чуть русский знал. Он говорит, это чемпионат чеченский. И на этом турнире был Хамзат Джабраилов, легенда наша, чеченец мирового бокса, в то время международник, один из первых. И он говорит мне: говорит, когда я приеду, может, ему это не будет приятно слышать. Тогда Дудаев был, рахималлах. Он сказал: поеду домой, скажу, говорит, Джохару, что приехали ингуши с Москвы на Трое на самолете, а мы с Чечни приехали, говорит, на автобусе. Ну, много чего. И становление там, и Ахмад тоже. Он был пахарь, Катиев. И то, что развалился Союз, появилась возможность. И на этом этапе все спортсмены ринулись по всему миру. Как мало-мальски хоть заработать смогли. До этого же с развала России, это же грамоты. Она все запрещено было. Каждая команда выезжали. Спецслужбы, каждый, кто-то КГБ или кто он, ГРУ там. Ну, об этом много можно, шейх Анвар, говорить. Просто вы меня пригласили, такой обыкновенный тренер дворовой, спортсмен, таких мастеров, таких тренеров, как я, видимо-невидимо. Но, тем не менее, стараемся как-то сохранить лицо. Пророк сам сказал: если бы вы не грешили, то Всевышний создал бы людей, которые грешат, а потом каются. Пусть Всевышний сделает нас из тех, кто кается, и чтобы нас Аллах Субхану принял наше покаяние. Амин, амин. Шейх, хотел спросить вас немножко о том, как жилось и работалось в Германии. И я знаю, что вы не только в Германии за границей работали, и за океаном были. Вот в чем особенность жизни и работы спортсменов в Европе и в Америке? Ну, считается, Америка – это мечта для каждого спортсмена, который хочет стать профессионалом, достичь каких-то высот, мировой известности, больших денег. Поделитесь впечатлениями. Ну и опять-таки, мы еще к этому вопросу вернемся и более основательно. Мы мусульмане, и каждый в какой-то определенный момент жизни пришел к исламу и начал соблюдать. Вот об этом мы позже поговорим. А сейчас я хотел бы все-таки вот эту линию, эту тему спортивную где-то довести до логического завершения, чтобы вы рассказали о вашем пути в спорте, именно в тренерской работе. Германия и Америка. Расскажите, как там складывалось? Спасибо вам большое за внимание, за хороший вопрос. Дело в том, что хотел, чтобы не отойти от темы, сказать. Например, все говорят, Руслан Чапанов обижался много лет. Я его когда видел, он даже не только на меня, и на этого боксера. Они думали все, даже Балаев, Мулаев, Садлаев, Юлоев, они все думали, что через бокс зарабатываем какие-то космические деньги. Нет. Я закончил Государственный Центральный институт физической культуры, там ГЦ-лифт на кафедре бокса. Я являюсь по профессии тренер-преподаватель. Я, такой манере долгое время в тренерской работе мне не пришлось находиться, потому что тренера у нас были на кафедре бокса в институте и Киселев, и Дегтярев, и Калмыков. И это Утеша Виктор Борисович. И когда пишут, он обижается. Я не был, Руслан, тренером. Ты знаешь, я был хозяином клуба. И этот клуб я поставил потом Евгения Викторовича Калмыкова, заведующего. И я, когда Руслан мне говорил, вот моих учеников забрали, увезли за границу, я говорю: Руслан, забери их обратно.
Какой-то этап ты довел. Их всех довел Руслан. И Катиев, и Джаниев, и Зауров. Еще у них Чахкиев, там олимпийский чемпион. Потом, когда он уехал в Германию, он меня встречает. Тогда Балаев был министр спорта в Ингушетии, на меня обиженный. Как будто, говорит, я его тоже увез. Я говорю, Руслан, шутишь, что ли? Там сотни тысяч чеченцев, ингушей в Европе. Их я, что ли, увез, говорю? Я вообще знать не знаю. Он говорит, твоего ученика Чахкиева. Я видел, что он боксирует. Ой, говорит, правда, что ли? В спорткомитете раз встретились в Ингушетии. Он говорит, я думал, говорит, ты как? Говорю, я увез его. Пришлось мне находиться, и тот же самый, не то, что там в пике, на высоте, Всевышний знает, и Попович был, и руководство спортивное в Москве, боксерское, все удивлялись. Как ты это с Баджанар Даганелем находишь контакт? Эмиль Джечев, там, Европейской комиссии президент, Аиба, там, Чалдри, вот так. И Всевышний меня через этот спорт столкнул со всеми, именно вот через это, благодаря этому президенту Федерации бокса Турции Джанар Даганели, у меня появились большие связи. Ну и первый Жазакамуллах хер, этот, я не знаю, где он, плохие информации за него, за меня, берлинский Магомед, он сыграл большую роль в нашем становлении. Ему тоже спасибо. Становление карьеры Ахмада Катиева тоже. Первый он нас принял, первый нас Балаев повез. И мы начали с Берлина. И как мы в Америку попали, это вообще кино настоящее. В двух словах кратко скажу. Потом, когда не получилось у нас, начались бои с Питер Колем, Универсам Бокс Промоушен. Ахмад боксировал, двигался. Дунок Фриц был такой, он умер. Очень сильнейший тренер. Когда Чахкиев начал чуть-чуть буксовать, когда он поляку проиграл, я им предлагал, возьмите, говорю, Чапанова Руслана, его первого тренера, заберите. Они говорят, не, это аматор, говорят, это любитель, а профи он. Я говорю, не, он его может дальше двигать. В клубе много тренеров, 2 тренера в тиме был, и этот Дунок Фриц, я их даже не видел, может быть, 2-3 тренировки за все время этот. Ахмад тренировался у них, начинал у Чапанова. Просто я двигал, я был хозяином. И там на этом чемпионате мира, вы видели, немцы объявляют, здесь присутствует экс-президент Ахмад Кутиев. Burg. Es gibt den Siegergürtel und es gibt natürlich auch den Siegerkranz. Они не любили тоже рекламу кому-то давать. Большую роль сыграла именно, когда открылись границы, мы боксировали. Ахмад сам без меня. Многие вот здесь, даже мои близкие, вот сегодня говорят, что становление Катиева что-то зазнался или чего-то, ты его что-то поднял, сделал. Нет, я вас Всевышним прошу. И когда Катиев, когда говорили наши близкие, вот становление там Ахмад Катиева, там какую-то, да, я десятки лет их не вижу, но, Аллах, этот, Лаишка Аллах, малаишка нас, Пророк сказал, не будет благодарить Всевышнего тот, кто не благодарит людей. Ахмад своим потом, своим трудом достиг этих уровней. И когда я начал же, когда это становление большой роли я сыграл, да, сыграли, все знают, он знает там. Когда он начал выигрывать мировые уровни, особенно последние 2 боя, он принес такие финансы и принес, обычный человек узнаешь в этих ситуациях. Он, наоборот, поддержал меня, поддержал. А попали мы опять в Америку тоже. Мы попали через бокс. Через именно, опять же, этого берлинского Мамеда, который нам помог поехать менеджеру в Америку. Это 99-й год, после Даниэля Сантоса, когда Ахмад с трудом мы выиграли бой за звание чемпион мира. Потом я договорился в Америке через Мамеда, наша менеджерская компания встречала. Там как раз и Кличко старший был. Там мы на какой-то день Мухаммад Али в гости ездили с Катиевым. Этот Мамеда берлинский друг наш возил. Как раз на виллу его приехали, он нам показал, где дом. Опять мы через порт в Лос-Анджелесе были, в Атланте. Мы поехали, честно сказать, чтобы шантажировать Питер Коля, чтобы он хозяин Кулова. В мире бокса есть 4 акулы. Это Дан Кинг, Боб Арн, Фрэнк Воин и Питер Коль. И все мировые, кто у нас занимается, они знают, что это Питер Коль был мне очень близким человеком. И вот так через бокс мы попали, Анвар. Я, может быть, ленил, но в Америку именно через спортивную. Люди нашего поколения, обычно, когда спрашиваешь о религии, да, когда пришел к религии, когда начал узнавать что-то, как правило, говорят, что там первая информация была там от бабушки, от дедушки, от представителей не родителей, а предыдущего еще поколения. А как это у вас было? Ну, у нас была очень большая семья, многодетная. Я-то вообще в Москве начал намаз делать.
встретил близких друзей. Это уже только в 92 году было. И когда-то я мать спрашивал, когда уже молиться начал, но она говорит, что вот так, ты же нас не учила маленьким, намаз сделала. Она всю жизнь молилась. Но мы жили в такой, машаллах, достаточно нищей семье, но нуждающей. Она всю жизнь работала, пахала, то на коровниках, то на птицефабриках, чтобы нас прокормить, содержать. И я думаю, даже им не до этого было. Она удивилась, когда я вопрос такой задал. Вы же никогда не говорили нам за намаз. Вот это нужда, наверное. Пророк Саласан сказал же в хадисе, что остерегайтесь нищеты, которая привести может к безбожию, неверию. Поэтому я намаз, религию узнал от близких людей уже в взрослом возрасте. Скажите, вот из фардов нашей религии, что для вас самое легкое, а что самое тяжелое? Машаллах, алхамдулиллах, как в религии Самена Ватана, это у евреев Самена Васайна, когда уже уверовал, когда уже чуть-чуть азы религии узнал, то фарды нет, понятия нет такое, что такое трудно. Машаллах, бывает радость большая. И в моей жизни один человечек был, хочу пару слов сказать за него. Бахадыр Ака был, Абдул-Вали Куари, узбек был, шейх большой, в 93-4 году он в Узбекистане пропал. И они у меня скрывались в Крыму 25 лет назад. Он мне всегда говорил, Ахмад Ака, говорит, нам не нужны, говорит, знающие, говорит, нам нужны соблюдающие, говорит. И впервые в жизни я его, когда встретил, конечно, великий пример был, великое наставление он сделал. Многих людей я знаю, Бин База, рахималлах, ученики, Усаймина, Эльбани, рахималлах. Но такого набожного человека, как он, я впервые встретил. И после него, что такое фард, конечно, тяжело, не тяжело, такое понятие даже не присутствует, шейх Анвар. Ну вот из фардов нашей религии, да, вот есть фардайн, фард кифая. Это когда мужчина, мусульманин, должен защищать свою родину. И родина ингушей, по мнению многих, она сейчас находится под оккупацией. Мы с вами разговаривали вот в зале, где вы тренируете молодежь, и вы говорили о том, что готовите мальчиков не для большого спорта, а просто даете им то необходимое, чтобы они могли себя защитить. Но кроме того, что мусульманин должен себя и свою семью защищать, он еще и родину должен защищать. Вот как вы считаете, вы видите среди подрастающего поколения тех ингушей, молодых мусульман, которые готовы защитить им? Да, машаллах, бесспорно, хотим мы или не хотим, правде помогут, сказано, но испытают. Джохар, помните, рахим Аллах, говорил, что войну может остановить только война. Боимся, мы не боимся. Халид ибн Валид, радийаллаху, говорил, клянусь Аллахом, Господом миров, говорит, храбрость мне не удлинит жизнь, и трусость не уменьшит ее. Или один праведник сказал, страх находится впереди, говорит, трусость никогда не спасет от судьбы. Поэтому, конечно, именно сейчас и видишь молодежь, которая в основном находится вдали от Родины, машаллах, очень многие вещи они смотрят по-другому. Хотим мы или не хотим, ислам, иншаллах, Аллах субхану тааля испытает нас. И не дай Аллах субхану тааля испытания нам, которым мы не выдержим. Конечно, на этом поприще приходится и придется проявляться и молодежи, и народу нашему. Тарик ибн Зияд, если молодежь себя помнит, наверное, ему было 60 лет. Он был воином, скакал на коне и был полководцем, радийаллаху анху. И также Амар Мухтар, молодежь наша на Кавказе, много видел, наверное, эти фильмы. Действительно, молодой или взрослый, когда иногда удивляются, вы такой взрослый. Нет, там, человек, говорит, не стареет двумя вещами, говорит, желаниями и душой. Поэтому очень много молодежи. Сейчас особенно как никогда в жизни. Эти басни, сказки, что кто-то летает, кто-то прилетит, кто-то Мункар Накир алейсалам прогонит. Молодежь уже не верит, машаллах. Большим подвигом много молодежи в нашем народе, которые готовы и готовятся.
Шейх, скажите, вот много ходит слухов о том, что талант боксерский, даже трудолюбие спортсмена – это еще не гарантия успеха, а важно еще уметь договариваться, уметь находить, уметь организовывать бои с нужными оппонентами. Чтобы выйти на чемпионское звание, надо пройти определенное сито, и определенного уровня должны быть спортсмены, которые против тебя боксируют. Так ли это? И удавалось ли вам ориентироваться в этом море, кишащем разными акулами и подводными камнями? Вы знаете, шеф, до того это все примитивно, и до того это непредсказуемо. Все покупается, продается, Анвар, как ни плачевно. Да, рейтинговые бои в начале. Это не я выводил, там, Питер Коль выводил в начале, Питер Хандридс помогал. Ну, у нас мы забываем, от добра добро не ищут. Говорят, ну, альхамдулилlah, мы стараемся не забыть и Берлинского, и тот, кто помогал Балая, возил нас туда первый раз. И Питер Коль большую роль сыграл. Но они грабили тоже боксеров. Мы поехали, чтобы он ставки повысил нам. И потом матч-реванче Даниэль Сантосу проиграли, потому что тот Даниэль Сантос, порториканец, готовился 6 месяцев. Ахмад где-то месяц нам назначили очень экстренный бой. Мы думали, Кличко старший нас сдал, что ли, кто-то сдал. Но, альхамдулилlah, Ахмад проиграл этот бой. Я до сих пор его не смотрел. До сегодняшнего дня я не успел на этот бой. Выдвигался с Копенгагеном, ехал где-то в Дюссельдорфе, Дортмунде он был. И мне сообщали, первый раунд Ахмад выигрывает, второй выигрывает, третий выигрывает. И недалеко от Дюссельдорфа, не помню, Дортмунд, мне сообщили, говорит, Ахмад удар пропустил, говорит, Катиев. Я оттуда вернулся. Ну, к чему? Неважно сегодняшний день, будешь ты сильный или не сильный. Ну, обращаясь к спортсменам, там, да, альхамдулилlah, большое значение имеет. Но через стеклышко ислама, говорит, я смотрю на это. Кто идет войной на брата, песня того спета, говорит. Желательно все через призму ислама. Конечно, сильный верующий, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, лучше, чем слабый верующий. Но в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, слава и величавость, говорит, это, говорит, изар и плащ. Аллах субхану ва тааля сказал, говорит, и Аллаха субхану ва тааля, кто посягнет на него, я брошу лицом в грязь. И 2 слова наставления молодежи, какое бы ни было, какое бы ты величие не хотел. Там сын у меня где-то в Америке тоже, Джумбаз, Мумбаз, чемпион мира стал. Там на днях звонит, говорит, говорит, вот это страшно здесь представить. Говорит, последний раз я приехал сюда, говорит, Америка вроде все, как будто здесь только дорога в ад, говорит. Люди заняты только самим собой, эгоизм, говорит, только нету, говорит, отец, мать. Просто великое наставление молодежи было. Когда Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, его спросили, когда он прошел брод на верблюде и снял свои тапочки, чтобы облегчить верблюду, Абу Убайда ибн Джаррах, радийаллаху анху, сказал, ты совершил невиданные дела среди обитателей земли. И Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, сказал, ударил себя в грудь, говорит, я Абу Убайда, если бы это не ты сказал, говорит. Мы были, говорит, унижены на земле, женились, говорит, на женах отцов, заживо закапывали дочерей, говорит, и Всевышний послал нам, говорит, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, и возвысил нас над мирами. Пусть Всевышний нас запишет в списках счастливых, и чтобы мы были из тех, кто следует истинным путем. Аминь. А вот вы встречаете тех, кто к вам ходил, там несколько... Вы сколько вообще в этом зале работаете? В этом зале уже почти год. Там у Азамата зал у нас был, у меня ученики были, мама там, Нур-Султанчик, он и в Дубай ездил, сражался, выступал, выигрывал. И этот Аслан у меня, вот турок, месхетинцы. Они по полгода жили у меня в зале, с Анталии приезжали, тренировались. Но когда они какой-то уровень достигли, я им сказал, что я вас не буду выводить. Они были в шоке. Ну, один по религиозным убеждениям, Асланчик вообще бросил, это вид спорта. Машаллах, сейчас где-то работает он. Хотел в охранной организации, не получилось. Так, я стараюсь. Большой спорт, для нас это все в прошлом. Пусть Аллах укрепит нас. Аминь. Пусть Аллах очистит наши намерения, наши сердца. Даже нам самим взрослым бывает это тяжело. А дети, машаллах, они как чистый листок. Самое главное, чтобы расположить человека, нужно завоевать его сердце, а потом разум. Дети, когда тебе доверяют, молодежь особенно,
именно наши вот ребята маленькие, вот, я сказал, наши земляки, кавказцы, там, азиаты, очень, машалла, покладистые, послушные, стесняются там, машалла. Ну, вывести большой спорт, это не к нам. Им надо в турецкую команду куда-то пойти. Ну, я так понимаю, что и вы не просто тренируете их, но и воспитываете. Так же? И намаз, я смотрю, читают. Да, машалла. Мы взрослые люди, с каком, я не помню, не знаю, как вы. Мы, например, Кавказ, я молился там, мне в прошлом один знаменитый штангист Кавказа, России, Советского Союза, он научил делать намаз в 92 году. Как станешь и вечером остальные. Утром станешь и вечером. А потом в 95 году я вам рассказывал на интервью Абу Бакаров, Махмуд в Берлине на чемпионат мира, когда я Баяла Зауру возил, он мне там говорит, ты что, говорит, пойдем на намаз, время намаза, я стеснялся и шел. И мне по 30 лет было, когда я начал молиться. Они с юного возраста, машалла, учат. Здесь у нас школа есть, мадрасе есть, машалла, садики есть. Альхамдулилlah, слава Всевышнему. Здесь школы нашего шейха Абу Умара, альхамдулилlah, Абдулла Костецкий преподает. Все они не только в зал они ходят в мадрасе, ходят в школе, тренируются, машалла, и еще занимаются полезным делом. Шейх, хотел вас спросить о том, какие связи вы поддерживаете и как вы их поддерживаете с Ингушетией, с родиной. И поскольку ингуши были депортированы в числе других кавказских народов, и крымские татары, и другие народы, которые не мусульмане. Ваша семья, вы знаете, где были ваши в депортации, как они прошли это испытание? Говорили в вашей семье об этом? Есть у вас какие-то воспоминания об этих разговорах? Да, мы родились здесь, на Кавказе, это в горном селении. Уже мы, старшие братья, тоже, по-моему, Аллаху алим. Отец, да, дядь, какой-то двоюродный брат, что ли, отца остался в Казахстане. Многие отзываются, как казахи очень много помогали. Кустанайская область, Павлодарский край. Отец у меня, как и Чапанов Рустам, профессор бокса, я не постесняюсь этого слова сказать. Он действительно, я слышал в последнее время, должное время не уделяют ему и на родине, и в России. Я когда-то просил его, давайте вызовем Universal Box Promotion такого тренера. Также мой отец был профессор ветеринарный врач. Он животных любил до такого уровня. Он писал Брежневу, этому Хрущеву письма в те годы, его просили народе там. Он рассказывал, как ссылки они были, как изгнание, как 50% нашего населения, чеченцы, ингуши, там, погибли в этой ссылке. Вот вы, как старейшина, обращаетесь к ингушам, к своему народу, но вы имеете в виду только тех ингушей, которые в Ингушетии, или ингушей из всего мира? И тех, которые в Европе, в Америке и в Казахстане тоже остались же, и потомки их там живут? Ну, когда говорят, кто им какое право дал, кто какое право дал этим ЦПшникам, или кто они, МПшники, там, и кто это менты, кто им право дал издеваться над нашей молодежью, истреблять, убивать без суда и следствия, откуда они появились. Конечно, мы не обращаемся от имени всего народа, мы обращались от имени всего народа, ингушей, кто в мире живет, кто не хочет жить с ними. От свободных ингушей. В декларации вы же тоже, наверное, слышали, видели, это сверяли. И, конечно, меня затронуло. Я далек от политики, всю свою жизнь занимались этим дворовым спортом, каких-то больше разборок, похождениях там. Я извиняюсь еще раз, не тот я спортсмен, который там, у нас легенды есть, но все равно эти легенды видят свое положение, такие даже одного хватит, Боясара сойти, вот дружка моего, Батава Ахмада протеже, что он такая личность, смотрите, где он сейчас. Приходила, не знала, выходила. Он Кадырова не гоняет его, там такая личность мирового значения. Потому что или Аслаханов, Хазбулатов недавно умер, говорит, или наши Костоевы личности. Сегодня шпана, которая в школе не училась. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, худший сын худшего будет верховодить народными делами. Поэтому, возвращаясь к нашему разговору, нет, мы не обращаемся к ингушам. Те, кто хочет свободно жить, кто не хочет находиться под гнетом, не хочет находиться под сапогом, упаси Всевышний. И мы не хотим, чтобы нас топтали, и все. Неужели мы не имеем права на становление? И сегодня мы думаем, что мы как? Уповать, риск наш, как мы будем жить? Будем как жить?
Вот здесь в животе написано, когда мы родились, 40 дней, 40 дней, 40 дней, 4 месяца. Аллах, субхана тааля, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посылает ангела и пишет твой ризк. Будешь ты счастлив или несчастлив, когда ты умрешь. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если бы уповали должным образом, то Всевышний посылал бы вам с неба пропитание, как посылает его птицам. Конечно, не хочу имена называть, они там, на родине, личности, которых вы знаете все, и Чумаковым недовольны все, и Боровым, и Чучоевым, и всеми на земле. Эти люди, конечно, они не могут даже выразить свое мнение, и мы их отлично понимаем. И я выступил с объявлением к свободным ингушам всего мира. Кто не хочет, а кто хочет, дедушка тот сидит, и его понимаем, ничего мы не говорим. Пусть Всевышний их рассудит. Когда они сказали, мы всю свою жизнь жили с Россией, русскими, и завещали наши предки, меня не завещали. Наш дед, наш прадед. И даже сегодня, которые молчат, мои братья, там, родственники, близкие, земляки, они знают многие, что нас угнетали, нас выселяли, нас истребляли, нас унижали. Поэтому человек должен маломальские знания приобретать, учиться, потому что знание управляет всем, говорит, но ничто не управляет знанием, говорит. Поэтому дай Всевышний, чтобы мы были из тех, кто знающие. Не помню, аят закончу. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннама яхшаллаха мин ибадихи аль-уляма. Бояться Всевышнему только обладающие знанием. Если мы хотим бояться Всевышнего, то мы должны хотя бы маломальские знания приобретать, полезные и религиозные, конечно. Шейх, и хотел бы еще вас попросить сделать наставление тем вашим землякам, которые считают себя мусульманами, но живут собственными интересами своего бизнеса, возможно, интересами своих семей, но не обращают внимания на положение своего народа. Вот поскольку вы старейшина Комитета ингушской независимости, я думаю, будет уместно, если вы сделаете людям, своим землякам наставление с большими финансовыми возможностями, материальными возможностями, тем, которые имеют определенное влияние где-то, может быть, в политике. Мне кажется, они нуждаются в вашем слове сегодня. Сегодняшним днем, хочешь ты, не хочешь, человек, он должен знать правду. Минимальная в религии что у нас? Не вредить, если не можешь принести пользу. Не ругать, если не можешь хвалить. И не огорчать, если не можешь обрадовать. Я хотел в заключение сказать, когда я и студентам, это на кафедре бокса в институте, всегда объяснял, когда спросили Линкольна, говорит, одного из президентов Америки, как вы в мире достигли такого уровня? Он, говорит, сказал, я всю свою жизнь искал людей умнее себя. Хотя бы минимум людей не считать дурнее себя. Умненьких людей коренными зубами нужно хвататься. В религии есть положение файда хасара, польза, вред. И натиджа, результат. Но какой результат получился? Хотя бы сегодня оставить, мы все говорим про гейба. Ой, какой страшный грех говорить, осуждать, клеветать. Но сегодня мы не перестаем, субханаллах. Любой грех нам прекратить легко, но хотя бы это становление, это начинание после Джабагиева, рахималлах, может, хотя бы, если ты не поддержишь, подождать хотя бы можно, не вредить, если не можешь принести пользу. Сегодня эти люди, которые власть имущие, политики, может быть, не настолько тебе представляют опасность, как твое окружение, которое мы видим. Как видим? У нас же нету наше видение. Есть в исламе Коран и хадис, есть акль и накль. Акль – это рационализм, а накль – это Коран и хадис. Спросите знающих, если вы не знаете. Знающие ученые сказали, ничего нету противоречия шариату в этом комитете. Валлахи, я истихара, тагаджуд делал просто из-за того, что согласился объявить, выступить, что именно это общенародное дело сегодня. И там и родственниками, близкими, и семьей, и не семьей, ты всем этим поплатился. Сегодня, альхамдулиллах, думаешь, самое главное, как мой отец говорил, не опасен наружный враг опасен внутренний. Поэтому пусть Всевышний наставит их, укрепит и Балаеву, и Саидулаеву, Гумулаеву, и Хамчиеву. Они достигли же всего, чего хотели, мирское, но они знают. Сердце человека спокойствия никогда не будет. Один ученый сказал, цену спокойствия знает беспокойное, цену здоровья знает больной, а цену жизни узнает только мертвый. Сегодня мы в бедственном положении, потому что у нас амаль, потом знание. Нет, знание прежде любых дел.
Пусть Всевышний даст им знания, правильные, полезные знания, чтобы отойти от этого греха, от куфра, от харама и присоединиться к правильным мусульманам нашего народа. Амин, амин. Шейх, я благодарю вас за интересный рассказ, за наставление. И хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня гостем был шейх Ахмад Оздо, старейшина Комитета ингушской независимости. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.